Тут паспорта со мной. Документы с собой, вещи собраны, чемодан упакован. Семья Саидмуратовых из Буинского района перед поездкой проверяет все. В хадж отправляются во второй раз. После этого мы заболели хаджем, потому что такие места очень, как сказать, ядерные и очень, как сказать, места, где был наш пророк. Среди тех, кто сегодня сел на самолет, и Резаль Асагирова. Для пенсионерки это первый хадж. Признается, сегодня сбылась ее мечта. Работала работа, а потом уж на пенсии вышла. Сначала внуки, а потом вот наконец-то, как говорится, осень дошла до себя. По канонам ислама хадж должен совершить каждый мусульманин хотя бы один раз в жизни. Считается, что выполнив все обряды, человек очищается от грехов. Всего этим летом в Саудовскую Аравию отправится 1800 жителей республики. Стоимость хаджа в этом году составляет от 170 до 260 тысяч в зависимости от категории. Система благословения в себя именно включает именно увещевание, а также молитву за тех, кто уходит в хадж, чтобы Господь принял их намерения. Каждый год с нашими группами хаджиев отправляем врачей. У нас едет большой состав врачей разных квалификаций. Это и травматологи, и терапевты, и хирурги. А с ним большое количество медикаментов. В этом году хадж начнется 8 августа. Центральный обряд пройдет 11 августа в праздник жертвоприношения Курбан-Байрам. Всего в Саудовскую Аравию из Татарстана отправится 36 групп верующих. Последняя вылетит из Казани 4 августа. Из Казани первая группа паломников отправилась в Москву. Оттуда они вылетят в Дубай, и уже там верующие пересядут на автобусы, на которых и доедут до Мекки. В общей сложности паломники проведут в поездке около месяца. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.